Константин, уже конец января, набережная в таком виде. Многие переживают, что из-за какой-то задержки в срок не успеют выполнить работы, и к началу туристического сезона наша набережная будет находиться в состоянии ремонта. Насколько оправданы эти опасения? Ну, опасения оправданы или нет, пока еще сложно сказать. Работы ведутся в полном объеме, идет подготовка всех документальных этапов. Есть небольшие сложности в этом плане, потому что нам, как известно, помогают регионы Российской Федерации. Проектная документация делается непосредственно московской организацией Мосжилни проектом. И у нас разная законодательная база. Вот мы сейчас занимаемся тем, чтобы это все свести в одно целое. На данном этапе уже вот на участке исторической части набережной, за которую ответственны бизнесмены из Абхазии, которые из абхазской диаспоры, они непосредственно приступили к работам. Сейчас уже вот главой города и главой государства, наверное, тоже поставлена задача ускорить темпы. Разговоры идут о 2 сменах сейчас. Работы будут вестись, скорее всего, в 2, а возможно и в 3 смены, чтобы это все к курортному сезону, как было и ранее сказано, успеть все, чтобы привести в надлежащий вид. Я правильно понимаю, что пока российская часть у нас в замороженном состоянии, и то, что финансируется с абхазскими бизнесменами, то находится в работе сейчас? Ну, это вот буквально со дня на день, и российские коллеги тоже собираются всей командой большой суда на выездное совещание, и не одно, и я думаю, в течение нескольких дней буквально и российские коллеги тоже приступят к работам. То, что касается абхазской части, части абхазского бизнеса, им немного, конечно, полегче в этом отношении. Они находятся здесь, у них есть здесь организации, которые действуют на территории Абхазии, поэтому они чуть-чуть быстрее приступили к работам. На данном этапе еще вот на исторической части, кстати, в части парапета, мы его будем восстанавливать в первоначальном виде. Сейчас готовится один отрезок пробный. На мой взгляд, достаточно хорошо получается. Скорее всего, мы его примем, и вся вот часть, более 300 метров, будет в таком виде изначальном, историческом. Из чего будут изготавливать, восстанавливать? То есть там какие-то будут восполнены пробелы, которые были? Да, конечно. То есть у нас же есть вот на набережной Диоскуров такой же парапет, какой-то материал мы не хватающий будем отсюда изымать, чтобы в качестве донора использовать на исторической части. А здесь что будет тогда? А здесь будет полностью новая часть из гранита. Там вот дальше стоит тумба, сейчас мы пройдем, можем посмотреть, как это все будет выглядеть. Весь парапет, все столбы, все тумбы, все балясины, все будет из гранита, такого приятного светлого цвета. А гранит, откуда он? Это местный камень или привозной? Нет, к сожалению, у нас нет таких производств больших, которые смогли бы в полном объеме обеспечить набережную и все регионы камнем. Поэтому вот решение было принято, что из Башкортостана, Республики Башкирия будут привозить гранит сюда, к нам. Насколько мне известно, проводилась консультация с местными специалистами, которые давали оценку и тому граниту, который приводится из Башкортостана, и тому камню, который находится у нас здесь. И к какому результату пришли эти консультации? Ну, значит, по результатам проверок, разных исследований пришли к тому, что гранит приблизительно он схож с нашим гранитом, и что его можно, привозной гранит, установить, смонтировать здесь на нашей набережной. Опять же говорю, что наши производители, к сожалению, с таким объемом сложно им справиться в короткий промежуток времени. И все же делается для того, чтобы еще раз успеть привести в порядок набережную к курортному сезону.
Но вот насколько мне известно, возможно, меня ввели в заблуждение, что вот тот гранит, из которого вот намерены сейчас изготавливать, да, недостающие элементы или заново возводить, что он не совсем гранит, а продукт переработки, то есть это как бы бетон с мраморной крошкой, что-то изготовленное уже, не добытое из карьера, а приготовленное уже руками человека. Нет, такого быть не может. Там, конечно, есть такие экземпляры, которые изготовлены руками человека, но вот есть наглядный пример. Они его из карьера будут оттуда привозить сюда. Это природный камень. И у нас есть экземпляры, и по ним четко все видно, что это натуральный природный камень. Вот здесь я вижу, да, образец тумбы, которая будет. Это вот все будет в том виде, в котором вот сейчас все вот будет здесь, именно да? Вот в таком виде. Это тот гранит, который вот выбрали. Называется он «Авангард». Его Республика Башкортостан. Представители много раз сюда приезжали. За что, кстати, хотим поблагодарить их. Они все представители, и представители вот карьера, представители регионов, представители бизнеса по первому зову, как говорится, бросая все свои дела у себя там на работах в регионах, приезжают постоянно на любые консультации, выбирают даты, когда у нас проходил вот раньше градостроительный совет именно по набережной. И там присутствовали, и в правительство, когда вот совещания проходили. Постоянно они вот все свои дела оставляют, приезжают, стоят рядом с нами, учитывают мнение людей. У нас же был открытый конкурс концепции набережной. Это тоже вот огромное подспорье, помощь нам, потому что всех мнений, как говорится, не учтешь, но хотя бы спросить и у населения, у общей массы, какое общее видение, они это все брали в учет. Вот я вижу здесь из мрамора, да, чаша? Да. А вот там из гранита. Это... Нет, там из известняка тоже. Из известняка. Это несколько вариантов. Опять же, их есть тоже несколько вариантов чаш. Они есть из гранита, есть из вот мрамора, есть из известняка. Ну вот из мрамора очень красиво смотрится. Да. И они будут чередоваться, или вы приняли решение, какой? Их всего определенное количество штук, 18, по-моему, на всей набережной. Вот 18 штук будет, скорее всего, вот из мрамора. Из мрамора. Да. А из известняка вообще не будет? Нет. Нет. Известняк – это тот материал, который уже у нас присутствует на набережной. Как показала практика, как показало время, это не настолько долговечный материал. Гранит, мрамор, конечно, они идут впереди по прочности. У нас есть поставщик, который у него там огромная гарантия от 25 лет и выше. Мы будем добиваться, чтобы она была максимальной для нашей набережной. Ну вот из известняка же строят дома, там, да, когда открывается какая-то, да, кладка, дом, там, начала 20 века, там, конца 19 века, и они построены из известняка, и, в принципе, они целые. Почему вы говорите, что известняк недолговечный? Ну, это разная среда. Здесь агрессивная морская среда, открытый воздух. Все, что вы сейчас назвали, там дома, это все закрыто, накрыто крышей, спрятано там в штукатурку, в какие-то смеси еще. Туда не поступает напрямую вода. Благоприятная среда, в общем. А здесь вот набережная, здесь постоянно идут дожди, открытая площадь. Он темнеет, появляется плесень. Далее, конечно же, это же сделано все для людей, но не все люди добросовестно и честно относятся к труду наших предшественников, кто это все создал. Кто-то поцарапал, кто-то там ударил, поломал. Конечно, это не исключено, и с гранитом надо бережно относиться к этому, но есть классификация материалов по гарантийному сроку, по прочности. И, конечно же, известняк а достаточно прилично уступает. Константин, вот сейчас у меня тоже родился такой вопрос. У нас очень богатые залежи гранита вообще, в принципе, в Абхазии. Да. И, не хватает производства, не хватает мастеров. Может быть, вот эта ситуация с набережной станет каким-то катализатором для того, чтобы начать пользоваться уже своими собственными ресурсами и готовить свои собственные кадры, которые будут изготавливать из нашего абхазского гранита все, что необходимо для города
И для городов Абхазии? Ну, конечно, карьер у нас есть несколько даже производств. Конечно, хотелось изначально им помочь, вот как вы сказали, учитывая то, что здесь будет вот такой достаточно приличный объем, но все убирается во время, к сожалению. Наши ребята, которые местные, они могут произвести камень, но это все будет долго, потому что у нас нет соответствующей техники, соответствующего производства. И как вы правильно заметили, да и профессионалов, людей, которые руками своими работают, тоже не так много. И вот в связи с этим, потому что сжатые сроки, мы решили не рисковать и приняли решение, что лучше привезти гранит из-за границы. Будет цивильно сделан полив, будет променад теневой, обустроен очень благоприятно. Будет высажено огромное количество новых растений, деревьев, кустарников, однолетних, многолетних цветов. У нас при администрации создана комиссия по благоустройству. Изначально, когда к нам поступил проект по благоустройству этой территории, там было много кустарников, деревьев, которые не соответствуют нашему климату. Такие тоже имеются. То есть они здесь произрастают, но они не вечно зеленые, у них там короткий период цветения или еще что-то. Нашими специалистами был предложен свой вариант посадки растений, деревьев и кустарников. И опять же наши российские коллеги с уважением отнеслись к работе наших специалистов в этой сфере и учли все их мнения, заменили многие позиции, кстати, достаточно приличными сортами деревьев, которые уже у нас тут произрастают и которые у нас в питомниках можно приобрести. Они уже как бы здесь произрастали, адаптированы под местный климат. И там вероятность, что они приживутся, больше 90%, нежели те, которые мы из-за границы будем привозить. Из местного камня не получилось сделать, хотя бы растения будут местные? Ну, да. Есть какие-то специалисты местные, которые привлечены к Конечно, работе? местные специалисты, по реставрации исторической части занимаются наши местные ребята, каменщики, которые с известняком уже хорошо знакомы, знают, как он себя ведет, знают, что с ним надо делать. И вот восстановление исторической части будет, уже даже производят наши местные ребята. Они набрали еще одну бригаду, которых обучают. То есть у них есть одна бригада, которая знает, теперь у них будет две бригады, чтобы они, если что, в будущем могли не только один объект одновременно, смогут несколько объектов теперь вести. Конечно, мы тоже очень сильно хотели, чтобы максимально наши местные производители, рабочие, ребята, которые принимали участие, но все упирается во время, в сжатые сроки. И у нас стоит задача с 1 июня открыть пешеходную часть нашей набережной, солнечный променад.